17 октября в Министерстве иностранных дел Республики Абхазия состоялась рабочая встреча с заместителем министра иностранных дел Одиссея Бигвава с сопредседателями международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. В мероприятии участвовали сопредседатель от Евросоюза Магдалена Грону, сопредседатель от ОБСЕ Криштоф Эрнст Петти и исполняющий обязанности представителя ООН по дискуссиям Хайлу Маму. С абхазской стороны также присутствовали сотрудники МИД Абхазии, участники дискуссии Артур Гагуля и Лаша Авицба. Основой для диалога стала повестка предстоящего 65-го раунда дискуссий, запланированного к проведению 11-12 ноября 2025 года, а также актуальные вопросы региональной безопасности, говорится в сообщении на сайт МИД. Заместитель министра иностранных дел Одиссей Бигвава, обращаясь к участникам, отметил, что для абхазского народа, учитывая его малочисленность, вопрос безопасности является крайне важным. В ходе встречи все стороны констатировали, что текущая ситуация на границе остается стабильной и спокойной. Сопредседатели вновь подняли вопрос о возобновлении деятельности механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал. В ходе обсуждения была отмечена важность создания необходимых условий для его эффективной работы. Ключевым итогом встречи стало согласие сторон о приоритетной важности разработки, согласования и заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией. Кроме того, в рамках встречи стороны обсудили ряд вопросов гуманитарного характера. Продолжаем передачу. Прежде чем требовать компенсации от других, Грузия обязана ответить за собственные преступления против народов Абхазии и Южной Осетии и возместить ущерб от развязанных войн, который по самым скромным оценкам исчисляется десятками миллиардов долларов. Об этом заявил советник посольства Абхазии в России Кан Таня, комментируя решение Европейского суда по правам человека по делу «Грузия против России». Напомним, что недавно суд обязал Москву выплатить Тбилиси свыше 253 миллионов евро в качестве компенсации за нематериальный ущерб, цитата, причиненный тысячам этнических грузин в результате бордеризации, процесса установки границ на границах Абхазии и Южной Осетии. Решение Европейского суда по правам человека не имеет ни юридической силы, ни морального веса. Это не более чем очередная попытка придать правовую оболочку затасканной политической декларации, заявил абхазский дипломат. Таня отметил, что Страсбургский суд в очередной раз вышел за пределы компетенции, пытаясь рассматривать события, которые происходили вне юрисдикции Грузии и в условиях, когда сама Грузия утратила фактически контроль над территорией Абхазии в результате военной агрессии, начатой ею 14 августа 1992 года. Грузия несет прямую ответственность за гибель тысяч людей, за разрушенные города, за судьбы беженцев. До сегодняшнего дня Тбилиси не признал своей ответственности за начало войны, не выплатил ни одной компенсации за ущерб Сухому, не предпринял ни одного шага к искуплению содеянного. По сей день грузинская сторона не соглашается подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы со стороны Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии. Попытки же представить себя жертвой и взыскивать компенсации с других государств выглядят не только цинично, но и юридически несостоятельно, заявил дипломат. Таня отметил, что когда международные судебные органы выносят решения, основанные не на праве, а на политическом заказе, они дискредитируют саму идею международного правосудия. Юридический факт остается неизменным. Россия вышла из юрисдикции Европейского суда по правам человека еще в 2022 году, а его решения, затрагивающие события вне временных и территориальных рамок, компетенции не подлежат исполнению. Тем более, если эти решения игнорируют первопричину конфликта и реальных виновников трагедии, подчеркнул Таня. Россия не планирует выплачивать Грузии компенсации по решению суда. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 15 октября. Отвечая на вопрос, могла бы такая выплата способствовать потеплению отношений Москвы и Тбилиси, Песков отметил, что это отдельная тема. Ранее суд обязал Россию выплатить Грузии 253 миллиона евро за нарушение в ходе конфликта 2008 года, чрезмерное применение силы, жестокое обращение, незаконные ограничения передвижения. Отметим, что Грузия же, напавшая на Южную Осетию, по мнению Европейского суда, не виновата ни в чем.
К другим темам. Как всегда, в рамках нашей передачи мы стараемся представить вам самые интересные исследования и мнения экспертов о международной политике и актуальных темах геополитики. На этот раз хотим привести несколько тезисов из статьи кандидата исторических наук, эксперта Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрея Кортунова «Международная система между кризисом и революцией». Сегодня стало уже банальностью констатировать, что мир вступил в период революционной трансформации, пишет автор. Но ведь грядущую революцию в мировой политике не раз предсказывали и в прошлом, начиная с распада СССР. Такую революцию предрекали и после терактов в США 11 сентября 2001 года, и во время глобального финансового кризиса 2007-2008 годов, и на фоне драматических событий арабской весны, и на пике пандемии COVID-19. Одни считали точкой отсчета новой эпохи победу Дональда Трампа на выборах в США в ноябре 2016 года, другие – выход Великобритании из Евросоюза. Однако революция, так сказать, откладывалась, а система выстаивала. Происходящие сегодня потрясения, уверен Кортунов, имеют еще и ту особенность, что впервые со времен распада СССР в их основе оказались не какие-то общие для ведущих международных игроков вызовы и угрозы, терроризм, пандемия, изменение климата и прочее, а непосредственно противоречия между самими этими игроками. Поэтому если раньше, когда вызовы носили внешний характер, существовала, по крайней мере, теоретическая возможность объединения усилий великих держав для совместного противостояния этим вызовам, то теперь такая возможность, по сути дела, исключена, и мировая политика все больше приобретает формат игры с нулевой суммой, пишет эксперт. Все это, по мнению ученого, означает, что международная система вступает в продолжительную эпоху непрерывной революции. В числе прочего, перманентная революция международной системы будет проявляться, уверен Кортунов, в регионализации или даже в атомизации некогда глобальных и экономических и технологических укладов, прогрессирующей секьюритизации внешней политики и национальных приоритетов основных игроков, продолжающимся упадке многосторонних механизмов на глобальном и региональном уровне, повышение роли средних и региональных держав, препятствующих формированию новой биполярной системы.